Прошло 25 лет с момента проведения наступательной операции по освобождению Чамчиры в Отечественной войне народа Абхазии. Каждый год в этот день участники той операции поминают своих боевых товарищей у их памятника. Каждый год 26 октября вспоминаем погибших ребят деда Пачуля группы. Вот здесь в засаду попали 26 октября, погибли сегодня школьники с Ачамчирского района и друзья их, которые с ними были, которые живы сегодня, вспоминают ребят. Операция по освобождению Чамчиры началась в ночь с 25 на 26 октября 1992 года. Партизанская группа «Дед» под командованием Бориса Пачулия, благодаря удачно спланированному наступлению, захватили и стали удерживать почти весь центр и прибрежную часть города. Отбросив противника, бойцы Восточного фронта ждали основные силы абхазской армии. Десант должен был высадиться с берега, но из-за сильного шторма им не удалось осуществить задуманное. Грузинские войска, осознав, что имеют дело с малочисленными партизанскими группами, начали стягивать резервные силы. Так, бойцы абхазской армии, удачно начав наступательную операцию, вынуждены были отступить небольшими группами, потеряв при этом 19 человек. Бойцы группы «Дед» погибли почти все. Оставшиеся в живых участники той наступательной операции рассказывают, с какими потерями выходили они из вражеского окружения. Группа выполнила свою задачу, но из-за определенных непредвиденных, может быть, ситуаций или может быть, там некоторых, может быть, и ошибок, но это уже как бы не нам судить. Вот. Но получилось так, что вот то, что получилось, вот, уже при возвращении группа вот попала в засаду, и вот 19 человек здесь потеряли. Сегодня 25 лет прошло, как это даже не верится. И мы каждый год собираемся на этом месте. Вот как бы это уже, наверное, будем такой крест нести, пока вот мы живы. Ачамчирская наступательная операция осталась в летописи войны, как пример героизма бойцов Восточного фронта, имена которых навечно останутся в памяти народной. Саид Джарсалия, Астамургушба, Абхазское телевидение.